Здравствуйте! Вы смотрите национальное телевидение Чувашии. В студии Мария Шоклева. И сегодняшний наш гость Владимир Викторович Лидерман. Здравствуйте. Когда я готовилась к интервью, я изучала ваши социальные сети. По ним и построим нашу с вами беседу. И начнем со статуса ВКонтакте. На экран, пожалуйста. Итак, вы руководитель IT-кластера Чувашской Республики. Скажите, пожалуйста, что такое IT-кластер и чем вы с коллегами занимаетесь? IT-кластер – это ассоциация компьютерщиков, как мы говорим, или IT-компаний, которая объединилась ради того, чтобы решать отраслевые проблемы. Одна из главных проблем, которая стоит перед нашей отраслью, это, конечно же, кадровый дефицит. И для этого мы проводим работу по популяризации отрасли, по ранней профориентации. Ну и, конечно же, мы способствуем образовательным программам для того, чтобы улучшить качество выпускаемых специалистов. И здесь, как я понимаю, у нас государство уже не может самостоятельно решить эти вопросы. И поэтому мы здесь подставляем плечо нашей родине и, собственно говоря, делаем то, что мы делаем в IT-кластере. Закрепленный пост. Он был написан 20 сентября, в последний день голосования. Завершилось мое очередное испытание, в этот раз называющееся «Выборы в депутаты Государственного совета Чувашской Республики по Цивильскому одномандатному округу номер 7». Испытание прошло успешно, мы вас поздравляем. Спасибо. Но почему же испытание? Потому что это было достаточно непросто. Мне пришлось реально очень глубоко погрузиться в проблемы, в боль простых людей. И, соответственно, здесь, как сказать, судьба меня привела в Цивильский район, Марпасадский район, где буквально мы объездили каждую деревню, каждое село, поселение и встретились с огромным количеством людей. И это было очень непросто убедить деревенского жителя, что они должны проголосовать за айтишника с нерусской фамилией. Поэтому можно сказать, что это был определенный квест, определенное испытание, но и как любое испытание, которое встает, по крайней мере, на пути моем, то есть я прохожу как лидер, и, соответственно, результаты, которые мы продемонстрировали, они свидетельствуют об этом. А насколько получился большим список проблем, над которыми предстоит сейчас работать? Слушайте, реально проблемы очень большие, на самом деле. Задачу, которую нам ставит и партия, и глава нашей республики, и президент России, является выравнивание условий жизни на всей территории Чувашской республики, чтобы были равные возможности для получения образования, равные возможности по благоустройству, собственно говоря, транспортная доступность, много проблем, и поэтому список получился внушительным, в нем более 100 пунктов. Вот то, что меня коснулось больше всего, конечно же, это цифровое неравенство. Не секрет, что на селе у нас реально практически нет интернета. По воздуху это в лучшем случае Edge, то есть где с какой-то катастрофической низкой скоростью грузится контент. И вот есть федеральная программа по устранению цифрового неравенства, где читали, что она практически выполнена. По факту это провод оптоволоконный, который приходит на границу поселения и больше никуда не идет. И оказание цифровых услуг. Получается, жители на селе не могут эти цифровые услуги получить. То есть потому что у них на последней миле нет интернета. То есть первым делом будете интернет проводить? Я считаю, да. Почему это важно? Потому что очень много боли жителей в том, что село вымирает. Реально идет большая миграция трудоспособного населения из села в город. И понятно почему. То есть это, конечно же, тема с работы, но для себя я вывел одну формулу. То, что если есть интернет, есть молодые люди. Нет интернета, молодых людей нет. А, соответственно, когда в деревне нету молодых людей, представьте, какое ждет, собственно говоря, будущее эту деревню. А какая-то встреча во время избирательной кампании особенно запомнилась? Слушайте, как сказать, встреч было очень много, и реально можно сказать, что общее было во всех этих встречах, то есть, что меня больше всего поразило, как городского жителя, это такой эмоциональный отклик, когда реально мы немножечко более сдержанные в городе, когда мы это разговариваем, мы не так сильно открываемся с точки зрения эмоций и искренности. Когда общаешься с деревенскими жителями, совершенно все по-другому. У них всегда светятся глаза, они искрят. То есть они, если любят, то
любит искренне. То есть, если ненавидит, так и скажет в лицо. Но, тем не менее, они очень добрые и милые люди, которым реально нужна в некотором смысле помощь людей, которые могут что-то изменить. Будете ли вы продвигать IT-технологии в Государственный совет Чувашской Республики? Вы знаете, первое, что я же в настоящий момент пока еще действующий депутат Чебоксарского городского собрания депутатов. Конечно же, первое, что я предложил, когда увидел, как это все это работает, конечно же, полная цифровизация, отказ от бумажного документа оборота, потому что тратятся колоссальные деньги, чтобы каждому депутату распечатать полный пакет документов. Потом эти документы, если ты их где-то не сохранил, они теряются. И, собственно говоря, работать эффективно, как мне кажется, по крайней мере, мне так непривычно. Я пока не знаю, в каком состоянии дел, в общем-то, обстоит в Госсовете, как обустроена, в общем-то, работа депутата, поэтому время покажет. Но я все же являюсь убежденным приверженцем современных технологий, потому что самое ценное в жизни – это время. И поэтому время должно быть потрачено с наибольшей пользой. Ведь, по сути дела, депутат – это посол, так ведь? Посол от своих территорий, который представляет их интересы. И, конечно же, деятельность депутата должна быть освещена в интернете. И, соответственно, опять же, депутат не может ответить на все телефонные звонки избирателей. У меня их больше, чем 40 тысяч. И, соответственно, как взаимодействовать с избирателями? То есть, конечно же, через интернет. То есть, в электронной форме, получая заявки, отвечая на них. То есть, и цифровые технологии позволяют, предоставляют такие возможности быть эффективным при небольшом количестве штата и быть полностью прозрачным и оправдать доверие избирателя не словами, а реально делами, которые они могут, в общем-то, увидеть и проверить. Я слышала, что сейчас вы работаете над мобильным приложением, которое помогает выявлять нарушения по ковиду. А что это за приложение такое? Как раз вот сегодня наш профильный министр цифровизации Кристина Манина его докладывает о нем докладывает на конференции «Проф-IT», то есть это конкурс региональных проектов по информатизации. Мы надеемся, что мы тоже его выиграем. То есть это предложение позволяет, там на самом деле несколько было сделано приложений. Одно в помощь мобильным бригадам, для муниципалитетов, которые, в общем-то, контролируют соблюдение антиковидных мер. И, соответственно, они, когда, в общем-то, видят нарушение, сразу же фиксируют на мобильном устройстве само нарушение и там же выписывают необходимые протоколы, штрафы, предписания. То есть это первая часть. То есть, а второе мы сделали для работы волонтеров уже в рамках партийной работы «Единая Россия». То есть, когда у нас была первая волна пандемии, и партия взяла на себя ответственность за доставку лекарств амбулаторным больным, которые находятся на домашнем стационарном лечении. То есть, мы сделали приложение, которое управляет логистикой этого процесса и позволяет, в общем-то, гарантировать доставку, потому что все эти лекарства, они реально стояли на балансе у больницы. И нам необходимо было сделать так, чтобы они не пропали по пути, потому что, понимаете, что там материально ответственные люди. Мы сделали за счет технологии, информационной технологии решение, которое позволило, в общем-то, это дело гарантировать и, соответственно, решить проблему в самые кратчайшие сроки, о чем, я получил личную благодарность от президента Путина. Здорово, поздравляю еще раз. И напоследок давайте заглянем в ваш фотоальбом ВКонтакте. Там, конечно, больше 1000 фотографий. Но какая вам особенно дорога и почему? Это фотография, потому что самое ценное время, это, конечно, время с моей семьей. Здесь мы с моей дочкой, и поэтому мне, конечно, эта компания, я имел мало возможностей общения со своей семьей, и когда это все кончилось, свершилось, то есть именно посидеть вместе с любимыми людьми в одном кругу, это самое ценное время, и поэтому я, несомненно, голосую за эту фотографию. Тогда хорошего, теплого вам семейного вечера. А с вами, дорогие зрители, мы прощаемся. До встречи. Это была программа «Интервью с».